Сибай в числе первых дал старт году волонтера. В Доме молодежи прошел слет добровольческих организаций. История, которую бережно хранят. Сибайский музей презентовал очередной сборник краеведческих записок. Традиции немзоровского хоккея должны жить. В Ледовом дворце прошел кубок по хоккею с шайбой памяти легендарного тренера Вадима Аркадьевича Немзорова. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, студия Диана Кириллова. Здравствуйте. Они помогают старикам, находят приют для бездомных животных, оказывают поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А сколько пропавших детей и подростков смогли вновь увидеть счастливые глаза своих родителей благодаря слаженной работе добровольческих отрядов. Их называют волонтеры. Именно всеобъемлющей работе молодежных движений был посвящен первый городской слет волонтеров, состоявшийся в Доме молодежи «Мир». О большой и доброй семье расскажет Екатерина Марочкина. По распоряжению главы государства следующий 2018 год объявлен годом добровольца. Статистика изучения гражданского общества в предыдущие годы неумолимо свидетельствует о малой вовлеченности россиян в волонтерство. Всего 11% населения называют эту деятельность важной частью своей жизни. Больше интересуются деятельностью добровольцев люди с высшим образованием. Меньше – люди старше 60 лет и домохозяйки. Подавляющая часть населения, а это около 93%, считает, что проблемами людей должно заниматься правительство, и только 7% выступают за то, чтобы эти проблемы активно решали некоммерческие организации и добровольцы. Важнейшая совместная задача правительства и населения в наступающем году волонтера – изменить эту негативную общественную установку. Для этого надо создавать информационные поводы и рассказывать людям, кто такие волонтеры, чем они занимаются, почему бескорыстно помогают и как волонтерство влияет на их жизнь. Развитие волонтерского движения, оно еще обусловлено и тем, что это одно из передовых направлений молодежной политики. Сейчас растет очень активная, живая и действительно целеустремленная молодежь. И поскольку у них сумасшедший запас энергии, всю эту энергию они с удовольствием прикладывают в мирное, доброе и очень полезное русло. Наверное, поэтому в городе так много волонтеров. Сегодня у нас в зале их сидит более 150. И это не все волонтеры нашего города. Это те, кто сегодня смог поместиться в стенах Дома молодежи «Мир». На самом деле их гораздо больше. Добрых дел много ведь не бывает, и для каждого всегда найдется задача. Несмотря на плачевную обстановку в устоявшихся мнениях граждан о всеобязанности государства в решении человеческих проблем, в нашем городе волонтерство, особенно в последние годы, развивается семимильными шагами. Это доказал прошедший в Доме молодежи слет волонтерам, на котором глава администрации Сибая отметил планы по развитию волонтерских движений в городе. Еще один момент хочу отметить. Когда я приступил к работе, спросил, а были ли из наших волонтеров, кто был в Сочи? Оказалось, что нет. То есть, почему? Потому что нужен английский язык. Поэтому, значит, я уже ставлю себе задачу, что мы должны именно с волонтерами, в том числе, вплотную работать над изучением языка для того, чтобы участвовать уже в международных наших мероприятиях. На мероприятии также присутствовал заместитель министра по молодежной политике и спорту Республики Башкортостан Руслан Хабибов, который осветил планы по развитию молодежного движения в регионе и задал студентам и школьникам новый курс в их деятельности. Это одно из ключевых направлений реализации государственной молодежной политики на сегодняшний день. И то, что именно в Сибае мы сегодня открываем этот год в рамках городского фестиваля, это, конечно, безусловно, очень здорово. На сегодняшний день в Республике Башкортостан волонтерами у нас является более 10 тысяч молодых людей, 175 волонтерских центров, объединений, различных ячеек. В основном они действуют на базе крупных наших вузов, но и, безусловно, в крупных муниципальных образованиях. Надо отметить, что успешный был для нас 2017 год. Буквально недавно состоялся фестиваль, который прошел в Москве. «Доброволец России-2017». 4 наших участников от республики заняли призовые места. 31 представитель от республики принимал участие в этом мероприятии, где вообще участвовали все субъекты Российской Федерации. На слете были отмечены лучшие добровольцы города и люди, помогающие этому направлению активно развиваться. Все волонтерские организации, созданные на базе городских учебных заведений, действительно по-семейному поддерживают друг друга, вдохновляются товарищескими выступлениями, отмечают для себя новые направления развития. Я, в принципе, очень открытый сама по себе человек. Я люблю общаться с людьми.
Мне нравится ходить там к бабушкам и дедушкам. Мне больше нравится с детьми работать и с людьми пожилого возраста уже. Я развиваюсь там, я познаю что-то новое и пытаюсь помочь людям, и это очень здорово. Просто хочется помогать всем. Так ничего не дает, просто помогать хочу. Несмотря на возникающие трудности, ребята горят энтузиазмом, воспитывают в себе человека и заражают этим окружающих. Большое сердце и безвозмездная отдача в общественной работе – причина прийти к людям на помощь и сказать «Я с вами». Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, помимо участия в слете волонтеров и посвящения юных лицеистов в патриотический клуб «Пламя», также провел прием граждан по личным вопросам. От молодежи всегда ждут креативных идей и нестандартных подходов к тем или иным вопросам. Вот и состоявшийся прием граждан, инициированный заместителем министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Русланом Хабибовым, прошел в непривычном формате. Вместо очереди в коридоре и приеме посетителей по одному, все записавшиеся на встречу были собраны за круглым столом, что позволило горожанам пообщаться с республиканскими властями практически в неофициальной и дружеской атмосфере. У меня 5 вопросов, пойду по нарастающей. Педагогические работники спортивных учреждений, которые находятся под ведомством Министерства спорта и молодежной политики, на данный момент не имеют возможности где бы повышать квалификацию. Вот лет 15 назад мне тоже посчастливилось разрабатывать первое временное положение об аттестации именно работников молодежной сферы. И потом это временное положение переросло, значит, постановление правительства и стало положение об аттестации педагогических работников сферы молодежной политики. Вот. Значит, в спорте у нас были, или так скажем так, может быть, начались вопросы после того, как в соответствии с новым законом, хотя он был принят в 2005 году, закон об образовании, аттестацию Министерства образования должно проводить только педагогических работников сферы образования. Со своими вопросами к замминистра обратились более 15 человек. Сфера интересовавших горожан проблем касалась не только спорта и молодежной политики, но и общественной жизни, политики государства. Как отметил Руслан Тагирович, прием прошел в позитивном ключе. Сибайцы показали свою заинтересованность в развитии города. Ирина Оренбургина, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На днях в администрации городского округа состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. В нем приняли участие специалисты органов местного самоуправления, представители сферы образования и здравоохранения. Подробности далее. Первым вопросом заседания антинаркотической комиссии стало подведение итогов работы согласно протоколу предыдущего собрания. В частности, на многих предприятиях прошли профилактические встречи. Их целью стало информирование работников о выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории городского округа, ответственности за распространение наркотических средств, лечение, реабилитация от наркозависимости, профилактики наркомании и ВИЧ-заболеваний. На сайте администрации с 14 ноября по 1 декабря прошел опрос на тему здорового образа жизни, в котором приняли участие 325 жителей Сибая. В школах состоялись конкурсы агит-бригад. Основным вопросом данного же заседания стала тема развития волонтерского движения, как одного из путей профилактики наркомании в молодежной среде. По словам представителей колледжей, сегодня данному вопросу уделяется самое пристальное внимание. Во многих среднеспециальных учебных заведениях волонтерские кружки уже созданы и успешно действуют. За 11 месяцев текущего года медицинское тестирование на предмет употребления наркосодержащих веществ прошли свыше 400 старшеклассников. По словам специалистов, эта добровольная мера в большей степени является профилактическим мероприятием. Подростки в возрасте до 14 лет проходят тестирование с согласия родителей и письменного заявления. С 14 лет с добровольного согласия и письменного заявления. За 11 месяцев 2017 года общее количество прошедших медицинское тестирование 1086 человек. Медицинское тестирование работников потенциально опасных предприятий и жизнеобеспечения населения прошли 910 человек. Из них Башкир Энерготранс 10 человек, МОЭС 19 человек, Башкир Энерго СЭС 97 человек, Газпром 37 человек, Ремстройцентр 24 человека, Зауральская ТЭЦ 9 человек, УГОК 164, РМЗ 28, БашПУ 182 человека. Из них с положительным результатом нет. На заседании также были заслушаны предложения по повышению эффективности профилактической работы.
Ляна Кириллова, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. История появления Сибая насчитывает более 100 лет, с тех пор, как в наших краях были обнаружены полезные ископаемые. Потом появился рабочий поселок, и вот уже 62 года, как Сибай носит статус города. За такой, казалось бы, небольшой срок уже можно говорить об истории, о создававших ее людях, об участниках великих событий 20-го столетия. О горняках, возводивших город из меди и цинка, повествуют краеведческие записки Сибайского музея. Сборники с каждым годом пополняются свежими данными. Все материалы прошлого тщательно обрабатываются и систематизируются. Презентация очередного сборника состоялась на днях. Сибайский историко-краеведческий музей продолжает радовать горожан изданием «Краеведческие записки», на страницах которого можно повстречать родоначальников сибайской промышленности, исторические справки из жизни рабочего поселка, работы научных сотрудников. Просветительская работа музея – это сложный синтез взаимодействия историков и населения города. Воспоминания старожилов вдохновляют на глубокий мониторинг информации, архивные поиски отголосков прошлого века, в которых принимали участие основатели Сибая. Так, на краеведческой конференции, состоявшейся на днях и посвященной презентации 4-го выпуска сборника «Краеведческие записки Сибайского музея», присутствовали почетные горожане, сделавшие свой вклад в летописные источники нашего города. За 2 года мы издали 4-й выпуск. С каждым годом увеличивается как география участников, авторов сборника, так и происходит рост количества материалов. Не только именитых ученых, профессоров, кандидатов наук, но и подключаются к краеведческой работе молодое поколение, преподаватели, студенты, учащиеся. Ведем сами большую научную работу, наш коллектив музея. В рамках конференции состоялось открытие памятного стенда в зале боевой славы, посвященного известному земляку Василию Константиновичу Рябову, участнику Первой мировой войны, а впоследствии жителю нашего города. Сегодня вот мы открываем новый стенд в нашем музее, посвященный Рябову Василию Константиновичу. Рябов Василий Константинович – полный кавалер Георгиевских крестов, участник Первой мировой войны. Это наш земляк, который жил в нашем городе. Сбор информации о героях былых времен был вполне специфичен. Достоверность событий гарантирована лишь воспоминаниями родных и близких. На мероприятии присутствовали внучки Василия Рябова, которые предоставили сотрудникам музея ценные информационные материалы о жизни своего орденоносного деда. Такой случай был. Тогда еще небольшие были, я, по-моему, в школу даже не ходила. Бабушка приносит дрова, тогда же печь топили дровами, и вот так вот в печи бросает. Он говорит, поаккуратнее, там же золото. Она говорит, ну, золото, вроде того, что живем бедно, откуда золото там будет под печкой. Он отодрал вот эту жестяночку, приподнял ее, под печку полез, достал такую баночку железную, она уже портится, а тогда же нельзя было, они же не считались героями тогда, а чуть ли не знаю, прям их кем считали. Достает, а вот эти вот тряпочки все вот эти сгнили, и только железочки, сами вот медали, сами крестики вот эти вот, только эти крестики, вот он вытаскивает. Бабка говорит, господи, откуда ты достаешь их? И вот это так хорошо запомнилось мне, вот это вот, как он вытаскивал. Аудитория внимала каждому слову и в сложившейся атмосфере ощущала нескончаемую гордость за неоценимый труд единиц в формировании истории не только района, но и страны. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Формирование доступной среды, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья и другие немаловажные вопросы были обсуждены в администрации города на заседании трехсторонней территориальной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Подробности в нашем следующем сюжете. Последнее в уходящем году заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоялось на минувшей неделе в администрации города под председательством главы Сибая Рустема Авзалова. В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа первым вопросом повестки дня значились изменения, коснувшиеся состава данной комиссии. Также на заседании были рассмотрены другие вопросы, в числе которых мероприятия по формированию в городе доступной среды, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья и выполнение работодателями квоты за текущий год по приему на работу инвалидов. За последние 2 года очень работа активизировалась в нашем городе. И в этом году проделана очень огромная работа. Прошли паспортизации все школы, детские сады, учреждения культуры, учреждения спорта, физкультуры и спорта,
и другие объекты. И, соответственно, проходя паспортизацию этих объектов, реально была видна, где какая работа недоделана, и включена была это в паспорт дорожной карты. Кроме того, комиссией подробно был рассмотрен вопрос реализации в городском округе программы, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации в части внедрения эффективного контракта, поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госучреждениях. Разработано положение об оценке эффективности деятельности педагогов. Разработана система критериев и показателей эффективности деятельности работников. Создана комиссия распределения стимулирующих выплат. Практика внедрения эффективного контракта рассматривается на совещаниях с руководителями муниципальных образовательных учреждений. В завершении был обсужден и утвержден план работы территориальной трехсторонней комиссии на 2018 год. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Минувшую рабочую неделю завершил благотворительный концерт «От сердца к сердцу». Мероприятие, которое прошло в Центре детского творчества, стало ярким свидетельством того, что в сегодняшней довольно сложной жизни все же есть место состраданию, сочувствию, милосердию. Как прошел концерт, смотрите далее. Поздравляю и желаю счастья, мира и добра, чтоб побольше зажигались, словно искорки глаза. С каждым годом концерт «От сердца к сердцу» объединяет все больше не только неравнодушных зрителей, но и артистов. В этот морозный декабрьский вечер дарили присутствующим тепло и настоящий яркий праздник, совсем юные местные таланты и те, кто уже давно успел завоевать сердца зрителей. Зал с удовольствием аплодировал талантливым солистам Забиру Бекбулатову, Галие Бжиковой, Дениславу Сафину и другим вокальным исполнителям. Как всегда, неподражаемыми были выступления детских танцевальных коллективов. Никого не оставили равнодушными номера ансамбля «Микролица» и «Миляж», в репертуар которых входят как песни собственных сочинений, так и произведения, ставшие классикой песенного творчества. Значит, будут звезды биться в темноте январской ночи. Мы были очень рады, когда нас пригласили на данное мероприятие, потому что оно посвящено именно благотворительности, и в данном случае мы всегда за детей и за помощь. Если мы таким образом сможем помочь детям, нуждающимся, почему бы и нет. Мы ансамбль «Аллегро», и мы выступаем в качестве того, чтобы собрать деньги на фонд детям, которые болеют. Чтобы были дети здоровыми, чтобы счастья было много, чтобы никто не болел. Для детей, участников концерта, это очень важно, потому что они проявляют свою сознательность, они учатся помогать друг другу. Ну и также, конечно же, если человеку трудно в каком-то положении, и мы оказываем ему этим свою помощь, это очень важно. Ну, вообще-то они нужны реально для народа, во-первых. Во-вторых, все-таки благотворительность, само слово говорит, благо. Люди помогают друг другу, люди делают добро. То есть элементарно какая-то помощь. Такие концерты надо устраивать. Это будет интересно людям. Будет также и самим, кто выступает. Это каждого исполнителя, это будет вклад в это дело. Концерт «От сердца к сердцу» уже третье по счету большое благотворительное мероприятие, проводимое энтузиастами Галией и Одиссеем Бжиковыми. Обычно все вырученные с этих концертов средства идут на лечение больных детей. На этот раз к волонтерам подключились местная общественная организация «Вперед Сибай» и детский игровой центр «Мадагаскар», которые подарили детям, состоящим на учете в Юго-Восточном центре социальной помощи семье и детям, пригласительные на посещение кинотеатра «Атмосфера» и игрового центра. Ну а деньги от продажи билетов пойдут на дорожный сбор для поездки на консультацию Назгуль Валиуллиной, страдающей от иммунной тромбоцитопении. У нас 3 года было постоянно рецидивы, сейчас у нас ремиссия. И 22 декабря мы вылетаем в Москву для определения дальнейшей тактики лечения. Пока 2 года мы на уколах, и больше 2 лет эти уколы нельзя колоть. И врач нам посмотрит на наше состояние, оценит, наши анализы все посмотрит и решит, какие дальше препараты нам надо будет принимать. Потому что наши тромбоциты не падают благодаря только этим уколам. Хотелось бы, воспользовавшись случаем, выразить огромную благодарность всем горожанам, которые помогли нам, не прошли мимо нашей проблемы, выразить
огромную благодарность команде, Одиссею, Галие Бжиковым, СТВ и всем, кто помог нам с организацией этого концерта и помогает нам со сборами. Постоянные гости концерта знают, покупая билет, они покупают тем самым жизненно необходимые лекарства для малышей. Каждый номер, подготовленный для концерта, определенно дает дополнительные силы для борьбы всем, кто нуждается в лечении, близким маленьких пациентов и самим ребятам. Это и есть надежда на чудо. Очень даже важно, и это очень даже хорошо, что такие мероприятия проводятся. Это же добро. А добро приносит что? Добро приносит радость, добро приносит богатство, добро приносит покой в душе. А добро надо делать. Да надо, вот видите, пришли действительно это сам, отдохнем, посмотрим, поможем. Побольше таких концертов. Все, кто не смог побывать на концерте, также могут внести свою лепту в поддержку больных детей. В группах в социальных сетях периодически идет сбор денег нуждающимся маленьким сибайцам. Здесь важна каждая копейка, и, возможно, именно ваш вклад спасет кому-то жизнь. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Радмир Исингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. И новости спорта. В Ледовом дворце Ирандек в выходные разыграли Кубок города по хоккею с шайбой, посвященный памяти легенды сибайского хоккея Вадима Немзорова. Уже 2 года, как не стало тренера и игрока хоккейной команды «Горняк» Вадима Немзорова. Вадим Аркадьевич – воспитанник Челябинской школы хоккея. В 80-е годы на позиции защитника выступал за Магнитогорский «Металлург». Он до последнего тренировал мальчишек 2004 года рождения, передавая им свои знания и опыт. Детская команда становилась чемпионом детской хоккейной лиги республики, победителем и призером различных турниров и спартакиады учащихся. В сезоне 2015-2016 годов команда под руководством Немзорова начала выступать в первенстве России, зона Урал и Западная Сибирь. Впереди было много планов и задач, но все оборвалось в один миг. Легендарного для многих тренера в одночасье не стало. Однако многочисленные воспитанники, коллеги, тренеры решили, что школа немзоровского хоккея не должна опускать планки. Одним из мероприятий в данном направлении стал Кубок города по хоккею с шайбой, посвященный памяти Вадима Немзорова. Но для нас отец был всегда авторитетом, примером для внуков. Мы его сейчас до сих пор каждый день перед тренировками, как занимаются хоккеем, дети, ставим в пример. Дети взяли номер отца, играют под ним. Вот. Только хорошее впечатление. Не хватает очень. До сих пор комок в горле стоит, тяжело говорить. Всеми для нас, он не только как отец был, как друг. Всегда рядом, всегда поможет. Ежегодно на турнир приглашались команды из соседних городов и регионов. Особенностью нынешних игр стало участие в них только сибайских спортсменов. На лед вышли 4 любительские хоккейные команды. Участвует команда «Горняк Сибай», «Альянс», тоже сибайская команда, и «Газпром Трансгаз Уфа». И 4-я команда у нас, прекрасная команда, это «Отцы и дети». Но тоже данный турнир, я думаю, станет у нас традиционным. Турнир проходит при финансовой поддержке учебного округа Сибайского филиала. Огромное спасибо им тоже за финансовую поддержку. И огромное спасибо всем организаторам и тем, кто поддерживает и живет хоккеем. В финальном матче на льду встретились игроки «Горняка» и сборная команда отцов и детей поколения. Объединение родственных связей, увы, не дало последним преимущества. В итоге, выражаясь на спортивном сленге, «Горняк» раскатал их со счетом 6-1. Таким образом, став победителем Кубка города по хоккею с шайбой памяти Вадима Немзорова и отправив соперников на 2-ю ступеньку пьедестала. На 3-м месте оказалась команда «Газпрома». Лиана Кириллова, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить в зимнем саду, спящий
тишине, что по весне расцвести. Дерево для новой жизни. И это вся информация на сегодня. Удачной вам недели и всего доброго.